вам немножко расскажу про нашу организацию, так как я сам этнически являюсь крымским татарином. Да? И, к большому сожалению, сегодня в международной политике, да, в Украине через призму крымских татар также пытаются раскачать ситуацию в Крыму. Нас это беспокоит, но я вам одно могу сказать, что те люди, те политики, которые сегодня заявляют и представляются крымскими татарами, которые организовали в первую очередь нам продовольственную блокаду, да, потом водную блокаду, энергетическую блокаду. К большому сожалению, они являются частью нашего народа, но я вам что хочу сказать. Они не весь крымско-татарский народ. Мы также были рады и поддерживали воссоединение Крыма с Российской Федерацией. И нас большинство. Наша организация в переводе, она называется Крымское единство. Почему Крымское единство? У нас много национальностей живет вообще в Российской Федерации, в Крыму. Наши двери открыты для всех. Да? Вот у нас недавно также парень приехал с чемпионата Европы по греко-крымской борьбе, крымский татарин. Он уже боролся за Россию. Он привез серебряную медаль. Мы этому радуемся. Да, вот на самом деле, посмотреть, как сегодня наша молодежь интегрируется в политическое сообщество, к большому сожалению, есть и те головы, которые забивают некими радикальными течениями. И они прогрессируют. Они прогрессируют не только в Крыму, они прогрессируют, к большому сожалению, по всему миру. Да? Вот мы видим, что на сегодняшний день представляет себя исламское государство. К большому сожалению, туда едут люди, молодежь, та, которые раньше мы все жили в Советском Союзе. Мы понимали, что это наш большой общий дом. И мы в первую очередь ставим перед собой задачу на объединение умов, на объединение молодежи и народности, вне зависимости от этнического происхождения. Вы, ребят, которые сегодня сюда приехали, я знаю, здесь вот ребята есть из Дагестана, из Северной, отсюда. Вы молодцы, да? Вы тот пример, который всем остальным своим друзьям, родственникам будете давать пример. Будете разъяснять, да, почему мы здесь собираемся, почему столько уделяем сегодня. Потому что на самом деле мир, он хрупок. Любой, образно говоря, межнациональный конфликт, он происходит на мелочном, можно сказать, даже на бытовом уровне. Не замечая того, что мы кого-то на улице обидели, либо назвали там таким грубым словом, либо ты чурка, либо ты там еще кто-то там, да. И этим самым мы наносим урон не только одному человеку, мы наносим урон всему государству. Вот мне хотелось бы, чтобы мы все жили в дружбе, в мире, понимании и согласии. И спасибо, что вы есть, вы патриотически настроены, и это самое главное. Всем желаю еще раз мирного неба над головой и здоровья в первую очередь. Здоровая нация, здоровый дух. Спасибо.